Вот вы знаете, мхатовцы, такие отпетые мхатовцы, извините, они читают глубоко и всерьез. Ну, вот, например, «Северянина» они прочитали бы так. Четырехместная коляска, полурыдван, полуковчег, катилась по дороге тряска, везя 5 взрослых человек. 2 очень молодые дамы и 2 денди было в ней. Был 5-м кучер, этот самый стегал ленивых лошадей. Можно уже заснуть, правда? А вот как прочитали бы вахтанговцы. Четырехместная коляска, полурыдван, полуковчег, катилась по дороге тряска, везя 5 взрослых человек. 2 очень молодые дамы и 2 денди было в ней. Был 5-м кучер, этот самый стегал ленивых лошадей. Июльский полдень был так душен, кружились злобная вода. Наряд прелестниц был воздушен, сердца же словно не вода. Их лица покрывала краска от страсти или от жары. Вам не встречалась та коляска? Скажите, будьте так добры. Но здесь глубина есть и форма. Ну и в продолжении театральной темы мне очень нравится, как читает Александр Калягин. Он читает того же «Северянина». Кружевеет, розовеет утром лес, паучок по паутинке вверх полез. Бриллянтится веселая роса. Что за воздух, что за свет, что за краса. Хорошо гулять утрами по овсу, слушать птичку, лягушонка и осу, увидать горлана петуха, обменяться с дальним эхом. Ах, люблю бесцельно утром покричать. Ах, не люблю в березках девку повстречать. Повстречать и, опираясь на плетень, гнать с лица ее предутреннюю тень, рассказать ей про неизбывшийся свой сон, и поведать, как в мечтах я вознесен, обнимать ее трепещущую грудь, растолкать ее для жизни как-нибудь.